Ну и к спортивным новостям. Сезон для Салавата завершен. Но какой это был сезон? Второе место в регулярном чемпионате на Востоке и первый за 6 лет полуфинал. Закрыла его команда в компании более чем 20 тысяч болельщиков. О героях плей-офф в составе юлаевцев и самые яркие моменты. Наш следующий сюжет. 17-й сезон континентальной хоккейной лиги получился для Салавата ярким и богатым на события. Самым громким из них в регулярном чемпионате стал рекорд канадского нападающего Джошуа Лива. Он стал лучшим бомбардиром и снайпером лиги, забросил 49 шайб и превзошел достижения Сергея Мазякина. Тогда на лед выбежали все игроки Салавата, чтобы поздравить одноклубника. С облегчением воспринял момент, когда забил, потому что много раз пытался попасть в ворота, но шайба никак не шла. Момент, когда вся команда выскочила на площадку, чтобы поздравить, это вызывает особенные чувства. Особенным получился сезон и для главного тренера команды Виктора Козлова. В день домашнего матча против Акбарса наставник отметил 50-летний юбилей. Перед началом поединка было объявлено о награждении Виктора Козлова орденом Салавата Юлаева за заслуги перед Башкортостаном. Соответствующий указ подписал глава республики Ради Хабиров. Интересную игру мы видим, хорошую команду, мы видим такое, знаете, настоящее лицо, боевое лицо хоккейного клуба, задорное, молодое, значит, смелое. И в этом заслуга главного тренера. Конечно, мы хотели его поблагодарить, сказать спасибо. И я считаю, что он является таким человеком, который команду и мотивирует, команде в тяжелые моменты становится такой опорой, плечом, такой горой. Вот за все эти качества мы хотели его поблагодарить. И, конечно, он достоин самых высших похвал и самой высшей награды республики. Уфимской команде удалось завершить регулярку на втором месте. На Востоке юлаевцы пропустили вперед только Челябинский «Трактор». Первым соперником Салавата в плей-офф стала Новосибирская «Сибирь». Для выхода в следующий раунд уфимцам понадобилось 7 матчей. Причем ни разу юлаевцы не позволили сопернику повести в счете в серии. Как говорится, да, ребят, я бы этого не достиг без вас. А вот противостояние со «Спартаком» получилось более драматичным. Юлаевцам пришлось отыгрываться с 1-3 в серии. К тому времени Салават лишился важнейших хоккеистов. Кадровые потери насчитывали чуть ли не целую 5. На лед из-за травм не выходили Тот, Лива, Цулыгин, Набиев. Но тренерскому штабу удалось произвести необходимые замены в составе и сначала сравнять счет в серии с московским клубом, а в 7-й игре оформить путевку в полуфинал. Символично, что автором 2 победных шайб в матчах со «Спартаком» стал уфимец Алексей Василевский. Снова бросок! Невероятно! Вот что нужно было сделать. И как прекрасно, что эту шайбу забросил Алексей Василевский. Итого к полуфиналу Салават подошел, отыграв 14 матчей, включая несколько овертаймов за 28 дней. Одолеть ярославцев в розыгрыше Кубка Гагарина уфимцам не удалось. Хотя один матч они все же зацепили. Смешанные на самом деле чувства. Вроде бы хотелось привести эту серию в Уфу, еще постараться здесь зацепиться, но уже, так скажем, это в историю не вернешь, поэтому что сезон окончили. В принципе, могу сказать, что сезон был неплохой, даже, наверное, где-то хороший. Набрались опыта. Огромное спасибо вам. Вы поддерживали нас в моменте, который мы даже сами себе понимали, что очень трудные были. 7-я игра 2 раза перед нашими. Вообще было... Для меня был улет играть перед них. Глава Башкортостана Ради Хабиров, приехавший на 5-ю игру серии в Ярославль, поддержал команду и поблагодарил хоккеистов Салавата Юлаева за сезон в раздевалке после матча. Вы дали бой, подарили нам праздник. Я искренне так считаю. И спасибо, на самом деле, за... Эта игра была очень тяжелая, настоящая, мужская. Просто за эту игру спасибо. Я, Виктор Николаевич, вас хотел специально поблагодарить особо. Но все-таки там какие-то полномочия у меня есть. Я вот при ребятах делаю вам предложение возглавить команду в следующий сезон. Сами примите решение какое. Если вы с нами, то с нами. Но сами примите решение. А так, парни, спасибо и низкий поклон вам всех. С уважением.
Закрывала сезон башкирская команда со своими болельщиками. На встречу с игроками и тренерским штабом пришли больше 20 тысяч человек. В течение нескольких часов хоккеисты раздавали автографы и делали совместные фото с гостями. А после все вместе они вышли на лед в рамках массового катания. Как бы очень приятно, что столько сегодня болельщиков пришло, да, с нами встретиться. И как бы нам приятно и играть, и выигрывать матчи, потому что здесь очень сильно любят хоккей. Я сам из Новосибирска, там отлично болеют, всегда поддерживают. Поэтому здесь, может, даже лучше. Поэтому очень приятно быть частью этой бронзы. Жалко, что не получилось большего, но надеемся, что все впереди у нас еще. Таким получился прошедший сезон для уфимской команды. Юлаевцы впервые за 6 лет дошли до полуфинала Кубка Гагарина и в 5-й раз выиграли бронзовые медали чемпионата. Юлия Пашина, Артур Курбанов, Булат Садриев. Итоги недели.